Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как 6-летний мальчик на пешеходном переходе попал под колеса «Лады». Водителя обвинят. Вот если бы еще немножко и маму начали бы обвинять. Кто, по мнению очевидцев, виноват в наезде? Расскажем о гибели 25-летнего молодого человека, который хотел познакомиться с девушкой в караоке-баре. Нет, я сама лично не видела, смотреть, если честно, не хочу. И падение технического лифта в зеленодольском магазине на рабочего, приехавшего ремонтировать подъемник. А также 3 человека погибли сегодня в огне из задержания курьера мошенников. Это и не только прямо сейчас. 6-летний мальчик попал под колеса «Лады» на пешеходном переходе на перекрестке улиц Губкина и Кирпичникова в Казани. По правилам движения водитель легковушки должен был пропустить пешехода, но, как уверял мужчина, сделать этого он просто не мог. Мальчика он увидел в самый последний момент. Он один, без взрослых, выехал на самокате на проезжую часть в тот момент, когда машина была уже практически на зебре. У него перелом. В плечо, получается, влетел. Очевидцев наезда было много. Прохожие видели и ребенка на самокате, и его маму с младшим сыном, которые шли позади. Но никто не предполагал, что ребенок выскочит на дорогу. Он на самокате ехал, а сзади мама шла. Темно было, тут его сбил, его отнесло сюда. Попал, причем без сознания, сейчас пока вот тут лежал. Сразу после произошедшего на водителя посыпались обвинения и удары. На место происшествия прибежал отец ребенка. 26-летний водитель «Лады» не отрицает, ребенка он должен был пропустить. Но его просто не видел. Говорит, он один, без сопровождения взрослых, выехал на проезжую часть на самокате, когда машина была всего в паре метров от зебры. Сделал, что мог, но законы физики обмануть нельзя, даже на небольшой скорости. А у вас скорость какая была? Примерно 40-42, но не больше. Он стоял и сразу выехал. Я тормозил. Дорога после дождя скользкая. Машина столкнулась и задел. Мама тоже с ребенком, брат, вот его маленький мальчик. Они за ним шли. Момент наезда был зафиксирован камерой наблюдения. На записи видно, что от родителей мальчик был далеко. Прибывшие на место врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего и приняли решение о госпитализации. ДРКБ он уже, ДРКБ, да, там детские, там все отделения, все специалисты. Никого не заберете. От переживания после наезда плохо стало бабушке. Ей также пришлось вызывать скорую помощь. После осмотра ее отпустили, в госпитализации она не нуждалась. 26-летний водитель автомобиля «Лада», следуя напротив дома номер 3 по улице Академика Кирпичникова, по предварительным данным нарушения пункта 14.1 правил дорожного движения не уступил дорогу и совершил наезд на 6-летнего ребенка, который в сопровождении матери пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, при этом не спешился. Очевидцы наезда хоть и признавали, что автомобиль – средство повышенной опасности, но вины водителя в наезде не видели. Считали, что во многом тут вина родителей, которых не было рядом с ребенком. По-любому водителя обвинят. Не маму. Почему мама не контролировала? И через дорогу он стал переходить. Мама же должна была его задержать. Вот если бы еще немножко и маму начали бы обвинять, маму, может быть, задумались. Мальчика с различными травмами госпитализировали. Детальный разбор этого наезда еще предстоит. Там определят степень вины каждого из участников происшествия. Вероятно, что к родителям мальчика появятся вопросы у инспекторов по делам несовершеннолетних. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Volkswagen Polo и Nissan Juke столкнулись на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Бондаренко в Казани, когда на светофоре горел желтый сигнал. Вину в происшествии никто не признает. Водитель Ниссана разворачивался. Он уверен, что выполнять маневр начал, пропустив все автомобили, а на желтый выезд на перекресток запрещен. Водитель Ниссана считает, что он ехал прямо, и при совершении маневра его в любом случае должны были пропустить. Он уже на зеленый заехал, уже готовился покинуть перекресток, а этот на желтый влетел. Автомобили столкнулись в самом центре перекрестка. Водители говорят, повезло, что обе машины затем отбросило в сторону. Nissan пробил ограждение и чуть не вылетел на тротуар. Volkswagen остановился у обочины, и осталось место для проезда автомобилей. Ни один из водителей свою вину не признает. Я уже выехал, всех пропустил, и уже зеленый, уже вижу, что он мигает, как бы начал разворот, вдруг баба. Ну я всех пропустил.
То есть это последний был, да, получается? Да, ну вроде далеко был-то. Водитель Ниссана рассказывает, во время выполнения маневра на светофоре уже был желтый. Выезжать за стоп-линию другим машинам по правилам уже нельзя. Перекресток надо было освободить, и он продолжил разворот. Водитель Volkswagen не отрицает, выехал на перекресток, когда зеленый переключился на желтый. Иначе пришлось бы экстренно тормозить. Когда Nissan переградил путь, ударил по тормозам. Но на мокрой дороге машина тормозила медленнее, чем бы ему хотелось. Считает, что водитель Ниссана перед разворотом должен был пропустить едущий прямо автомобиль. Ну ехал отсюда туда ехал, говорит. Не затормозил, говорит, то что скользко. Машину вот зацепило, все. Сами водители оценивают повреждения машин как не очень сильные. Автомобили способны передвигаться своим ходом. У владельца кроссовера полная страховка на 9-летний автомобиль. Хотя оценили его, признается водитель, куда меньше, чем он действительно стоит. Но все равно боится, что при восстановлении будут сложности. Я не знаю, как Volkswagen, наверное, из России ушел, и Nissan ушел, и запчасти сейчас подорожали. У водителя Volkswagen только обязательная страховка. Если автоинспекторы усмотрят в аварии его вину, то рассчитывать на возмещение расходов на ремонт ему не придется. Для вынесения вердикта они остались на месте дожидаться автоинспекторов. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. 25-летний мужчина скончался после драки в одном из караоке-баров на улице Чистопольская. По словам очевидцев, он пытался познакомиться с девушкой, но это не понравилось парням из ее компании, и началась потасовка. Нет, я сама лично не видела, смотреть, если честно, не хочу. Сотрудники караоке-бара вспоминать этот трагичный вечер не хотят. Рассказывают, что саму драку увидели только на записях камер видеонаблюдения. И то не все, у кого нервы покрепче. Коллеги им рассказали, что 25-летний мужчина с друзьями решил выпить и попеть в караоке-баре на Чистопольской. Приметил девушку, решил с ней потанцевать. Это не оценили молодые люди, которые были с ней. Завязалась драка. На видеозаписи видно, как девушка приобняла после потасовки молодого человека. Ему, видимо, стало плохо, и он рухнул на пол. Признаков жизни больше не подавал. Ему тут же вызвали медиков, но реанимировать не смогли. Он скончался на месте. Причину смерти выясняют судмедэксперты. Но по предварительным данным, у него была черепно-мозговая травма, его били по голове. У погибшего сломана челюсть. Подозреваемого тут же задержали и доставили в отдел полиции. Следователи возбудили уголовное дело по 112 статье. Это причинение вреда здоровью средней степени тяжести. И по 109 статье это причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание за данное преступление до 2 лет лишения свободы. Известно, что задержанный свою вину полностью признал, меру пресечения ему еще не избрали. Навсами Ниязова, Рамзиль Гарипов, вызов 112. Жизни 3 человек оборвались сегодня в огне. 2 человека погибли на пожаре в Тукаевском районе. В селе Тагаево загорелся одноэтажный кирпичный дом. Огонь разбушевался на площади в 36 квадратных метров. Во время разборки обгоревших конструкций пожарные обнаружили тела 28-летней женщины и 25-летнего мужчины. По предварительной версии, причина пожара связана с электрооборудованием. А в Казани на улице Красной позиции в квартире загорелся диван. Пламя потушили до прибытия огнеборцев, но, к сожалению, обнаружили в помещении тело 68-летней женщины. Возгорание, вероятно, произошло из-за непотушенной сигареты. 39-летнего рабочего насмерть придавило грузовым лифтом в одном из магазинов Зеленодольска. Следователи установили, что он ремонтировал кабину подъемника. В какой-то момент на него рухнула платформа лифта и раздавила мужчине голову. Коллеги вызвали медиков, но травмы, которые он получил, оказались смертельными. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации при Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Сразу 2 пенсионерки стали жертвами мошенников в Казани. Обеим позвонил неизвестный и сказал, что их близкие в беде. Они стали виновниками ДТП, где пострадал другой человек, и чтобы их спасти от возбуждения уголовного дела, нужно заплатить. Бабушки поверили аферистам и последовали их указаниям. Одна из них передала курьеру 100 тысяч рублей, чтобы ее дочь не лишали свободы. Вторая, помогая своей знакомой, отдала 70 тысяч. Обеих обманули друг за другом с разницей в пару часов. Позже они поняли, что стали жертвами мошенников и позвонили в полицию. Курьера задержали в кратчайшие сроки. Им оказался 18-летний житель города. Ранее молодой человек попадал в поле зрения полицейских за совершение аналогичных преступлений. В настоящее время по решению Новосавиновского районного суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.